Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и о главном к этому часу. Уровень воды в Волге в ближайшее время резко снизится. Сегодня такое решение приняла межведомственная рабочая группа при Федеральном агентстве водных ресурсов. Они рассмотрели инициативу Астраханской области по наполнению низовья Волги для нереста рыбы. Для этого нужно увеличить сброс с Куйбышевского водохранилища до 16 тысяч кубометров в секунду. Татарстан, Русгидро и Единая энергетическая система выступили против, однако по итогам общего голосования решение было принято. В результате в эти 3 дня сброс увеличится. Как сообщают в Минэкологии Татарстана, это может пагубно отразиться на нересте рыб. В связи с тем, что май был холодным, не все виды рыб в наших водоемах успели отложить икру. 35-летний мужчина утонул на Свияге рядом с селом Бритвино в Зеленодольском районе. 2 мужчин отправились на рыбалку на самодельной грибной лодке. Один сидел на веслах, второй на корме. Он и упал за борт. Товарищ позвонил спасателям. Водолазы обследовали акваторию. На глубине 3 метров обнаружили тело погибшего. С начала года в Татарстане утонули 12 человек, 2 из них дети. Основные причины трагедии – падение в воду и купание в необорудованных местах. С 1 июня в республике традиционно открывается купальный сезон. В этом году в Татарстане будут работать 64 пляжа, 11 из них новые. Спасатели напоминают, несмотря на высокую температуру воздуха, вода еще не прогрелась, поэтому заходить в нее пока рано. Погода постепенно стабилизируется, температура перешла уже за 20-25 градусов и выше. Однако сейчас использовать водный объект для отдыха, купания при этом пока нельзя. Прогрелся только воздух, а температура воды составляет на поверхностном прогретом слое, который составляет около полуметра, 13-14 градусов, а ниже она резко понижается. И такой резкий перепад температуры крайне опасен и может привести к переохлаждению, спазмам, судорогам и в итоге к утоплению. В преддверии игр БРИКС на спортивных объектах Казани проводят пожарно-тактические учения. Экстренную ситуацию сегодня отработали на Татнефть-арене. По сценарию на 3-м этаже загорелось электрооборудование. 4 зрителей пострадали. Главная задача – вывести их из горящего здания и передать медикам. На играх БРИКС задействовано 17 спорткомплексов. Учения пройдут в каждом, чтобы сотрудники объектов также были готовы к ЧС. Репортаж Алены Струминской. В кафе Татнефть-арены звучит пожарная тревога. По сценарию учения из-за короткого замыкания на кухне вспыхнула микроволновка. Сигнал автоматической системы уже поступил в пожарную часть. Сообщение о ЧП дублирует и персонал. Начинается эвакуация. Из здания выходит 200 человек. Сотрудники и зрители. К месту ЧП уже подъехали спасатели, пожарные, мотогруппа и бригады скорой помощи. Через пару минут становится ясно, не смогли выбраться 4 человек. В горящее здание входят спасатели и выводят пострадавших. 2 с ожогами увозят в РКБ, у других диагностируют отравление угарным газом. В пожарно-тактических учениях приняли участие 90 человек и 20 единиц техники. За 32 минуты условный пожар локализовали. Это реальная подготовка и проверка работы всех ведомств перед предстоящими играми БРИКС. Ледовый дворец Татнефть-арены. Вместимость почти 9 тысяч человек. Меньше чем через 2 недели ее заполнят гости и спортсмены из разных стран мира. Поэтому к экстренным ситуациям здесь должны быть готовы на 100%. Регулярно в Ледовом дворце проходят мероприятия, такие как БРИКС, Фиджитал и международного уровня. И сегодня это было просто отработка наработанных навыков, которые были уже сформированы в Ледовом дворце спорта за многие годы работы. Сегодняшнее учение относительно нашего персонала прошли, я считаю, на отлично. В Татнефть-арене пройдут соревнования по дзюдо и ушу. На играх БРИКС задействуют 17 спортивных объектов Казани. Это центральный стадион, академия тенниса, центр бокса, дворец водных видов спорта и другие. В МЧС республики отмечают, особого сценария действий при экстренных ситуациях во время игр не будет. Все они неоднократно отработаны. На каждом объекте предусмотрены 4 бригады скорой помощи для спортсменов и для зрителей. В принципе, части, касающиеся реагирования пожарно-спасательных подразделений, никаких отличий нет. Пожарные подразделения таким же образом, в таком же составе реагируют у нас и на пожары, которые происходят в текущей постоянной деятельности. Отработаны вопросы взаимодействия со всеми взаимодействующими министерствами и ведомствами.
Отмечается хорошая подготовка обслуживающего персонала. Задействовано несколько объектов. На каждом объекте определены силы и средства. Это и мобильные бригады для спортсменов, медицинские пункты, бригады скорой помощи. По каждому объекту проведено распределение сил и средств. Сейчас в каждом спортобъекте проводят пожарные и антитеррористические учения. МЧС и МВД проводят дополнительные инструктажи для их сотрудников. Игры БРИКС стартуют в Казани 12 июня. Алена Струминская, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Более 14 тысяч школьников по всей республике сегодня сдали ЕГЭ по русскому языку. Они выполнили тестовые задания и написали сочинения. В прошлом году 59 выпускников получили 100 баллов. В Минобре уверены, в этом результаты также будут достойными. В Татарстане сегодня работали 108 пунктов сдачи ЕГЭ. В Казани у входа в каждый развесили специальные таблички со словами поддержки ребят. О главном экзамене с выпускниками пообщалась Алия Сабирова. До госэкзамена остается час. Уже с улицы понятно. Ребята сдают обязательный предмет – русский язык. Он самый массовый. Аделя Миндубаева хочет пойти по химико-технологическому направлению. Химию уже сдала, поэтому уверенности больше. Ночью спала хорошо. Сейчас немного трясет, но уже хорошо. Уже чувствуется спокойствие. Устюгова, 6305. Информация о номере аудитории, последние напутствия и советы от учителя. Сегодня всех, кто пришел в 6-ю гимназию Казани, поддерживает и министр Ильсур Хадиуллин. Все это невозможно знать, все равно знаете то, что положено вам знать. Знания по русскому языку сегодня проверили 14 303 выпускника. Для них по республике 108 пунктов проведения ЕГЭ, в том числе 24 на дому. За ходом экзамена в аудиториях следят видеокамеры и почти 5000 педагогов. За день до экзамена, наоборот, я хорошенько отдохнул, потому что если сидеть все зубрить, потом... можешь просто ничего не решить, опять же, на экзамене. Очень переживаю, но нужно, главное, себя собрать, правильно настроить. И, конечно, да, надеюсь, все получится. Я, наверное, больше волнуюсь за тестовую часть, но это вот лично у меня так. За сочинение, в принципе, нормально, я пишу сочинение хорошо. Впереди у школьников напряженная работа. У 11-классников 83-го лицея свой секрет успеха. Все получится, мы думаем. Да, главное собраться, не переживать. Мы сдадим! Во всех пунктах проведения экзамена у нас у входа развешаны таблички со словами поддержки наших выпускников о том, что они справятся, что все будет у них хорошо. Поэтому я надеюсь действительно, что все экзамены пройдут наилучшим образом и без нарушений. Татарстан регулярно дает высокие результаты ЕГЭ по русскому языку. Последние 5 лет средний балл стабильно выше общефедеральных. В прошлом году наши сдали почти на 72 балла. Показатель по стране был 68. При этом в 2022 в республике цифра была чуть выше. В прошлом году мы не дотянули до 72 баллов. В этом году ожидаем хорошего результата. Ничего здесь страшного я не вижу. Знаете, главное, наши дети знают русский язык, на нем общаются, готовятся целый год. К этому языку есть любовь, стремление знать этот язык. Русский язык в прошлом году в республике на 100 баллов сдали 59 выпускников. Новые результаты станут известны 14 июня. Алия Сабирова, Алмази Адинов, ТНВ, Казань. На выборы в Госсовет единороссы Татарстана намерены выставить список из 57 кандидатов. Также представители партии будут во всех 50 одномандатных округах. Об этом сегодня объявили на заседании Президиума регионального политсовета. Здесь проанализировали итоги предварительного голосования, определили портрет среднестатистического кандидата и утвердили тех, кто будет участвовать в избирательной кампании. Некоторые, вошедшие в список выдвижения, за ночь решили взять самоотвод. Кого партия хочет видеть депутатами парламента, расскажет Дмитрий Аринин. И в дальнейшем, если доверят, я буду этим делом заниматься. Опытный партиец и парламентарий Камиль Садриев вошел в список на выдвижение на выборы. В случае успеха готов снова работать в парламенте. Не все еще удалось сделать. Сегодня актуальным остаются и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, деятельность управляющих компаний, которые тот комитет, где я работаю, вы видите, мы активно это дело занимаемся, и транспортное обслуживание населения.
На выборы в Госсовет Единороссы Республики намерены выставить список из 57 кандидатов. Это те, кто получил наибольшее число голосов на предварительном голосовании. В первой тройке Фарид Мухаммедшин, Расим Баксиков и Сырья Сабурская. Далее Марат Ахметов и Ильшат Аминов. Ольга Павлова и Марат Самигуллин решили взять самоотвод. И вместо них будут выдвигаться журналист Дмитрий Второв и председатель аграрного молодежного объединения Диляра Шувалова. Как отметил Фарид Мухаммедшин, в республике предварительное голосование прошло активно и без нарушений. Мы оказались на втором месте по активности после города Москвы. Процентом отношений к числу избирателей, количеству участников, этой избирательной кампании. Это о многом говорит. О заинтересованности наших избирателей, о работе наших исполнительных секретарей. В районах, городах нашей республики большую работу провели. И я хочу уверенно сказать, что чистота, без нарушений. Представители «Единой России» будут баллотироваться во всех 51 мандатных округах. К примеру, в Айдаровском в Казани новичок Кирилл Наймушин. В Кремлевском снова ректор Алексей Созинов. В Чуйковском новый глава Казэнерго Фанис Нурмухаметов. Прежний руководитель Рустам Абдулхаков в Шаляпинском округе. Экс-директор водоканала Андрей Егоров в Габишевском. Единороссы сегодня представили и обобщенный образ своего кандидата. Каков же портрет кандидата предварительного голосования в Республике Татарстан? Среди кандидатов четверть – это женщины. Больше всего участников в возрасте от 31 до 40 лет. Самому возрастному кандидату Марату Гадыевичу Галееву 78 лет и самому юному 20 лет. Это студент 3-го курса. По роду деятельности представлены практически все сферы нашей жизни. 36% участников предварительного голосования уже имеют опыт депутатской деятельности. Большинство известных новичков в Госсовет идут по списку. К примеру, хоккеист Данис Зарипов, режиссер Ильгиз Зайниев, ученый-правовед Евгений Султанов и молодежный активист Тимур Камалединов. Также здесь главы районов Тюличей, Лениногорск, Аксубаева. Итоги предварительного голосования утвердят в Москве на Генеральном совете партии. Дмитрий Айрин, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Гуманитарную помощь отправили сегодня в ЛНР. 70 тонн груза доставят в города Лисичанск и Рубежное. Сбор проходил под эгидой регионального отделения партии «Единая Россия» и приурочен к Международному дню защиты детей. С волонтерами и участниками акции пообщался председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Татарстанцы собрали вещи для самых маленьких жителей Донбасса. Это памперсы, детские смеси, питание и лекарства. Здесь также предметы гигиены, подгузники для взрослых. Их распределят между нуждающимися и передадут в госпиталь, где лечатся участники СВО. В сборе гуманитарной помощи участвовали компании из Елабужского, Мензелинского, Нижнекамского и Черемшанского районов. 23-й гуманитарный груз в общей сложности более 2000 тонн. Это вызывает гордость за наш народ, который разделяет сложности, трудности жизни сегодняшнего времени на этой территории. Все, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получат 700 тысяч рублей. С учетом мер поддержки городов, районов и предприятий сумма может достигать миллиона. Контрактником от республики может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 64 лет, в том числе из других регионов. Контрактникам-иностранцам помогут получить ИНН и гражданство России. Помимо выплат есть возможность получения льготной ипотеки, образования и статуса ветерана боевых действий. Для семей военнослужащих предусмотрены льготы по оплате ЖКХ, детских садов и школьных кружков. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и продолжают выплачивать зарплату. Такая мера поддержки предусмотрена только в Татарстане. Также только у нас ДОСААФ полностью экипирует бойцов перед отправкой в зону СВО. Так выглядит летний вариант, который подходит для любого рода войск. В комплект ратника входят штурмовой бронежилет, шлем, оснащенный видеокамерой, обувь и рюкзак. Форму улучшали с учетом пожеланий самих бойцов. Новый закон о пропаганде наркотиков. За какие произведения искусства теперь будут штрафовать и к чему приведет массовая маркировка? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Создание первого завода умных полимеров, производство аккумуляторов и биоразлагаемых крепежных изделий. Сегодня Совет директоров Татнефтехим-Инвест Холдинга рассмотрел ряд инновационных проектов. Заседание провел райс республики Рустам Минниханов. Идеи представили 5 компаний. Большинство технологий импортозамещающие и востребованные в современных условиях. К примеру, полимеры для лечения боевых травм. Детальнее расскажет Рания Абдрахманова.
Пытаемся полностью на 100% заместить все узкие горлышки, которые не позволят нам дальнейшим образом развивать наше направление, понимая, что конкурентная среда и иностранные компании с рынка медицинских услуг не ушли. Инвестиционную программу по созданию российской медицинской техники представила московская компания. Планирует выпускать биоразлагаемые импланты для сращивания костей при переломах. Технологию смогут использовать и для реабилитации участников СВО. Также отметили важность импортозамещения сырья для расходных материалов для гемодиализа. К сожалению, все оборудование и все расходные материалы на сегодня поставляются из недружественных компаний, таких как Фрезениус, это Германия. Значит, мы на сегодня уже начали строить завод по производству аппаратов. Рустам Минниханов внимательно выслушал предложение и поручил изучить его детальнее. На сегодняшний день проблема утилизации электронно-бытовой техники, она актуальна не только для Республики Татарстан, но и для Российской Федерации. Об обращении с отходами производства и потребления рассказали челнинские специалисты. Вильнюс Ахметов предлагает наладить в Татарстане сбор электронно-бытовой техники и перерабатывать его как вторсырье. Использование вторичного сырья для получения вторичных продуктов, вторичной продукции всегда было актуальной, и мы в этом направлении очень давно уже работаем. Как эта работа реализуется у нас и как мы можем использовать предложения наших коллег? Доложусь, Рустам Маргалевич. Да, работа она нужная. Более 2 лет у нас эта работа ведется. Фонд рационального предопользования уже около 240 тонн именно оргтехники забирал. Сами приезжают, забирают на утилизацию. По муниципальным районам выстроена работа. Давайте поручим, Александр Ильич, вам, вашему министерству, чтобы в республике эту работу и сбор, и переработку организовать. Есть. О новых направлениях в нефтехимии рассказал президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Дзержинск-Химрегион. Они предлагают сотрудничество с их заводом умных полимеров. Нам надо сотрудничать и многие вопросы вместе продвигать, тем более у нас и Сибур и у нас в республике работает, и у вас он работает. Москвичи предлагают организовать систему транспортировки, хранения и использования водорода, который используется в качестве топлива. Нефтехимические предприятия, многие из них, где водород используется в технологических циклах, которые многие являются водородоизбыточными. И, по крайней мере, водород в этих местах можно получать очень дешево. Скорее всего, мир дойдет до той точки, что мы быстро, тем более эти решения, как хранить водород, как его Поэтому наш вице-премьер, министр промышленности, сведет вас с КАМАЗом. Специалисты из Санкт-Петербурга предлагают создать в Татарстане еще один центр аддитивных технологий. Аддитивные технологии – одно из перспективных направлений в российском промышленном секторе. В стране уже сформирован пул производителей настольных и промышленных 3D-принтеров. Отечественные компании готовы предложить республике уникальные технологии. Мы республика промышленная. Это и новые изделия, возможно, и, конечно же, с учетом тех вызовов, которые сегодня есть, многие детали мы уже сейчас не можем завозить, нам надо будет повторять. Проект планируют развивать на базе КНИТУ КАИ. Все предложенное возьмут в работу. Рания Абдрахманова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В первом квартале этого года малые нефтяные компании перечислили в консолидированный бюджет республики свыше 2 миллиардов рублей. Большая часть – это налог на прибыль. По сравнению с прошлым годом отмечено увеличение, в основном за счет ценового фактора. Об этом сообщили сегодня на совещании в Доме правительства. Встречу провел Рустам Минниханов. Он отметил, динамика добычи в России во многом определяется обязательствами страны в рамках ОПЕК+, и добровольными сокращениями добычи и экспорта по договоренностям ряда стран. В республике в этом году ситуация стабильная. Президентом страны было отмечено о довольно стабильных показателях в отрасли энергетики, в том числе и нефтяной промышленности. Следует отметить, что основное влияние на увеличение платежей оказало улучшение результата от реализации нефти с учетом оплаты НДПЕ и НДД, в основном за счет ценового фактора. В
Казани открылась школа мэров. Это федеральная программа для развития кадрового резерва в муниципалитетах. С участниками встретился сегодня Рустам Минниханов. Он подчеркнул, основа экономики нашей республики – это нефтедобыча и нефтепереработка. Обозначил ряд ключевых промышленных предприятий. В столицу Татарстана приехали 80 молодых управленцев практически из всех регионов страны. В Татарстане участники программы узнают, как вести хозяйственную деятельность. Выступят представители министерства и ведомств, а также пройдут практические занятия, мастер-классы и круглые столы. Мы очень внимательно относимся к вопросам местного самоуправления. У нас 43 муниципалитета, 2 городских округа, плюс 911 поселений. Даже по поселенческому уровню у нас есть особые отношения. Самую масштабную территорию за всю историю программы «Наш двор» благоустраивают на улице Хади Такташа в Казани. Это целый квартал на 7 тысяч жителей. В этом году обновят дворы 24 домов, территории еще 3 преобразили ранее. Сегодня ход работ проверил мэр Эльсур Медшин. Здесь установят 18 детских и спортивных площадок, сцену для праздников, больше 200 фонарей. На территории 3 садика и 2 школы. Раньше здесь не было и километра тротуаров, теперь уложат 5 километров дорожек. Все с учетом привычных маршрутов и трафика жителей, а также безопасности детей. Завершить работы планируют к 1 июля. Мы это делаем намеренно, потому что рядом набережная, которую мы сделали несколько лет назад, ну и рядом вдохнет новую жизнь, новый театр Галяскар Камала, который станет новой изюминкой культурной жизни нашей столицы. Соответственно, с соседней территории хорошо, что мы делаем комплексно, чтобы не было вот такого диссонанса. Здесь новый театр, а во дворах руки наши не дошли. Сегодня угрозу для Татарстана представляют ящур, африканская чума свиней, птичий грипп, заразный узелковый дерматит, бруцеллез и туберкулез. Об этом сообщили в Госсовете на заседании Комитета по экологии. Особое опасение ветеринарных служб вызывает бруцеллез крупного рогатого скота. На территории России зарегистрировано более 130 случаев заражения. В ПФО статус неблагополучия получили Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области, Мордовия и Татарстан. Во всех случаях причина заноса инфекции – ввоз животных неизвестного происхождения. В минувшем году из-за бруцеллеза в республике уничтожено более 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Из-за распространения птичьего гриппа более 200 тысяч пернатых. Одним из факторов возникновения вспышек инфекционных опасных болезней животных является несанкционированная перевозка скота без ветеринарных сопроводительных документов. Это нарушение статьи 10.8. А тем более у нас республика, если мы смотрим на карте, да, мы как паутина, откуда заходят, куда уходят, ужас какой-то. Сейчас ответственность несет не этот водитель, который везет скот, а ведет собственник, который погрузил. У нас зачастую мы, бывает, даже не можем найти этого собственника. Он находится в каком-то другом субъекте. Оренбург, там, Свердловский, дома. Я не знаю откуда. Мы продолжаем рубрику, посвященную году научно-технологического развития. Сегодня расскажем о великом татарском просветителе Шагабуддине Марджани. Богослов, философ, историк, педагог, этнограф. Всю жизнь посвятил служению татарскому народу. Он обучал детей, часто бесплатно, противостоял правящей на тот момент религиозной элите, высказывал реформаторские мысли. Шагабуддину Марджани принадлежит более 30 сочинений на арабском, татарском, персидском языках. Шагабуддин Марджани родился в 1818 году в селе Ябынчи. Оно находится на территории современного Атнинского района. С детства проявлял удивительные способности. Его дед был одним из самых просвещенных людей своей эпохи. Отец Марджани 12 лет обучался в медресе, а потом начал преподавать. Тесное общение с дедом и отцом сыграло ключевую роль в становлении татарского просветителя и подтолкнуло его к изучению истории. В 1838 году Марджани отправился в Бухару и Самарканд. Он горел желанием изучить богатое духовное наследие ислама. В Бухаре посещал занятия сразу в 2 медресе, брал уроки у местных имамов. Спустя 5 лет переехал в Самарканд. Годы, проведенные в Средней Азии, Марджани посвятил изучению и копированию редких книг и рукописей. Именно здесь он начал формировать свою библиотеку. Есть рассказы о том, что из Бухары Шагабуддин Марджани вывозил книги на верблюдах. Настолько их было много. Если мы смотрим на имя Шагабуддин Марджани, это же как метеор, как звезда. То есть, на самом деле он был звезда татарского народа. Если его раньше нам представляли как историка
как ученого только с светской точки зрения. В первую очередь он был большим богословом нашего народа. И практически на каждую тему он высказал мнение, написал огромное количество трудов. К сожалению, не все труды напечатаны, они изучаются. Набравшись знаний и опыта, Марджани возвращается в Казань. Его назначают имамом-мударисом первой казанской мечети. Она до сих пор носит его имя. Шагабуддин Марджани стал своего рода реформатором. Это он заговорил о необходимости изучения светских наук наряду с религией. За знаниями к нему приезжали из разных городов. В учениках он воспитывал национальное самосознание. Габдулла Тукай писал о Марджани: поборник свободомыслия, знаний и прогресса. Даже сейчас, когда мы обучаем своих детей, часто не задумываемся, что есть бедные люди, которые не могут найти денег на эти цели. А он преподавал бесплатно, специально для таких детей, и выкупил здание, и открыл там школу, чтобы у всех были равные возможности. Марджани принадлежит более 30 трудов на арабском, татарском и персидском языках. Он наизусть знал некоторые суры Корана. Самая известная научная работа – «Кладезь сведений о делах Казани и Булгара». Великий просветитель искал ответы на вопросы, которые волновало общество. Как повысить культуру и политическое сознание татарского народа? Как приобщить его к достижениям мировой культуры и науки? Мы, историки, его называем отцом нашей татарской истории, потому что это был первый человек, который вообще представил сводный на научной основе исторический труд и призвал нас любить свой этноним татары, призвал нас называть себя татарами и обосновал это исторически. Его знаменитая фраза «Кто ты, если не татарин?», она сегодня остается для нас лозунгом и нашим национальным знаменем. Он также ратовал за сохранение нашей культуры, за сохранение языка, и в то же время он призывал знать русский язык, культуру русского народа. Именем Шагабуддина Марджани названы Институт истории, улицы в Казани, Елабуге и Альметьевске. На набережной озера Кабан, столице, ему установлен памятник. Он похоронен на кладбище Новотатарской Слободы. В доме, где жил Марджани, работает музей. Также книги и личные вещи богослова хранятся в Национальном музее Татарстана. Алена Струминская, ТНВ. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.